жарить это. Смотрите. А с этими яйцами. О! Нафиг. Они замерзли напрочь. О, это нет. Ну-ка, одно есть. Одно, говорит, есть. Вот такая температура у нас на полу. Я зубы чищу даже в избушке, потому что сколько там, ну... Ну, сейчас-то потеплело. Было 42. Было сейчас 34. Блин, встать надо. Сейчас 34,2. Угу. А утром было 41,8. Это пипец. 42. 42. Которая лопнула, оно замерзло. А которые... Которые целые, они температуру в себе держали. И все в порядке. Так что будет у нас еще завтрак. Так. Ну а с тем я не знаю, что делать. Да ничего не делай. С ним его Да ничего не делай, зачем? Так, сейчас что, с тушником делаем? А, ты уже на тушняк он был сперва туда ложить, а потом... Какая разница? А, да? Конечно. Если качественный, хороший тушняк. Где ты видел сейчас качественный, хороший тушняк? Ай, руки прилипли. Прикинь? Еще и птички поют, оказывается. Значит, теплеет. А то я сегодня утром... Знаешь, какая песня мне в голову пришла? Здесь птицы не поют, деревья не растут. Все нормально, друзья. Птицы поют, деревья растут, жизнь продолжается. Пока 29 не будет, 34,4. Пока 29 не будет, даже и смысла нет на речку идти. Замерзнешь. Все будет нормально. Вчера 33 рыбачили. Да. Все будет как надо. Ну, Сережа сказал, что будет. Вам-то что в корыте, сиди. У меня руки от газульки замерзают. Вот это да. Да. Надо что-то придумать, вторую рукавицу какую-то. Вам-то что, говорит, рыбач да рыбач, а мне надо думать, как жить дальше, да? Ну что, завтрак не готовить, да, говорите? Практически. Нормально. Надо порядок, Начинается новый день, порядок на столе. и машины туда-сюда. Если солнцу вставать не лень, и для нас это ерунда. Ну, термоса готова к бою. Да. Так, ну что, друзья, как мы вам вчера и обещали, наступило доброе утро. Мы всем говорим с добрым утром. Вчера была длинная зимняя долгая ночь. Это было так. В карты вчера мы не играли. Просто беседовали. О жизни. Да. О охоте, о рыбалке. Что Сереженьке не весел? Низко голову повесил. Мало поспал. Да ладно, мало. Часа 4-то все равно поспали. Наверное. Может, неудобно поспал. Прижали там меня, наверное, бедного к стену. Что там? Лекарство капнул, что ли? Это минералка. С добрым утром. Я говорю, наверное, смотрят, живут же люди. Да. Могут. 33,7. Но еще 4 градуса и можно идти на рыбалку. В 33 я не пойду. Холодно, да? Да, в 29 можно. Вчера-то пришли 33 было, нормально, рыбачили. А мы не унываем. Все прекрасно, все хорошо. Я просто балдею. Мы же что сюда? За рыбой, что ли, пришли? Полмешка рыбы уже поймали. Так что еще сегодня... А, сколько сегодня он говорил, что поймаем? 50 штук? Ты сказал, трубочки сейчас дадут, ведут свои коррективы. Да, трубочки у нас сегодня есть. Или их уже нету? Еще чуть-чуть есть. Еще немножко есть. Значит, сегодня должно клевать.
Самый клевый день. Сегодня вот ветер очень плохо, как будто что. И поменялся ветер, заметили? Сюда подул, да. В другую сторону крутит почему-то. Скорыстно. Ну что? Знаете, что грустно? Осознавать то, что сегодня ночью будет последняя ночь. Или крайняя ночь, как там говорят, не знаю. Крайне в этой поездке. Да, в этой поездке, и надо будет возвращаться домой. Такое ощущение, что мы только вчера приехали. На самом деле все. Вот это печально. А так все хорошо. Опять я пока болтал, лестница куда-то благополучно улетучилась. Да. В большой семье. На камеру не говорят. Может, какую-то кашу тоже достать, чтобы пока оттаяла. На полу, прикиньте, не тают, не то, что не тают продукты, они замерзают. Вот же каша на столе стоит. Ну, на столе банка. А кажется, здесь. А где она, какая стоит? Я туда ложил. Уронили, что ли? Дай-ка нету. На полу. Это не мой. Чуть-чуть, да, пару штук лежали. Чуть-чуть замерзли, чуть-чуть. Мои тоже там были. Это... День начинается печально. А парыши заморозили. Главное, нам тепло, да, а парышам холодно. У них кровообращение плохое. А что, хлеб у нас где? Пакете, пакете он хлеб лежит. Что, мало что ли? Это съешь сперва. Да вон в пакете хлеб же есть еще. Ладно. Что, встречаемся на льду. 33,9. Опять похолодало. Но мы все равно поедем. Ненадолго, но поедем. Ну что, вздрогнем. До вечера, избушечка. Скоро вернемся. Погнали. Так красиво солнце падает прямо на избушку. Вообще красота. Красотень. Вот такая вот крутая гора здесь. Спускаться хорошо, подниматься труба. Как-нибудь здесь попробую сделать дорогу и потом на новом снегоходе здесь подняться. Угол где-то градусов 45, наверное. О, Мухтар работает. Санек уже довел его. Че, куда поедем? Вверх, вниз? Давай жребий потянем. Бутылочку сыграем. Бутылку вот эту крутанем, куда крышка повернет, туда и поедем. Давай? Воздух подкинем. Да, и куда синей крышечкой отправить, в какое Что, направление? будешь снимать? Ну да, снимает у меня сейчас. Куда крышка, туда и поедем. Вверх или вниз, да? Да. Вверх. Значит, едем вверх. Бутылочка показала вверх.
Крутись, крутись, бутылочка, хорошая моя. Пускай сегодня дырочка укажет на меня. Опа, вот это я спел, да? Минус 40 раз полпинка заводится. Двигателя хорошие. Я даже не дергал, я только вот так потянул, себя ему завел. Главное масло хорошее заливать. Да. А масло какое здесь, наливка? Я Shell заливаю синтетику. 5В40. И нормально, да? Да. Я говорю, я подошел. А каждый год меняете? Меняю каждый год, да. Осенью или весной? Летом. А, в межсезонье. Пока тепло, вот, марафет наводили в нем в этом плане, где-то что-то подварить. Металл говно. Тонкий, да? Да, у меня брательник сварки, когда приходится там подварить. Заодно поменяли ремень, цепь, как бы все такое. Сейчас подшипники надо будет менять. А, вариатора ты говоришь, да? Все, погнали? Смотри, да? Горячий финский парень, блин, ему даже не холодно, блин. Что, погнали? Все, поехали. О! Вперед! Ну вот, наконец-то мы приехали на наше место, где вчера под вечер немного поклевало. Вот оно, наше обуренное. Попробуем еще половить, потому что здесь один с моей мормышкой плавает кабанчик. Может быть, он надумает взять. В общем, все, Санек пошел буриться. Попробуем, конечно, пробурить старые лунки, если получится. Нет, так будем бурить новые. Но кабанчика с пирсингом мы должны выловить. Он здесь есть и хороший. Все, друзья, до первых поклевок приступаем. Ну что, друзья, пошла мазута. Вот он, пробурены первые лунки. Вот он, мой первый хариус. И только я включал камеру, и у Сереги поклевка. Сейчас глянем, что там у Сереги. О, тоже красавчик такой же. Жиганек. О, запах. Прет, да, от него? Так что день уже удачный, можно так сказать. Не зря мы дождались тепла 30 градусов. Не зря мы выехали. Уже хорошо, уже отлично. Не знаю, насколько нас хватит, но вот он. Вот он, блин, еще и налетит. Мой красавец, который замерзает на ходу. Хвост уже отваливается. И сейчас мы посмотрим. Чего? У меня зачетный. О, и Санек тоже обрыбился. Янцикадан. Ну все, каждый по рыбке поймали. Янцикадан. Ну как замерзать такие морозы? Никак. Такие морозы никогда не замерзнешь. Когда есть вот такие замечательные поклевки.
Пока побегаешь. Блин. Вот тебе и 3D. Порвалось? Порвалась. Твою мать. Опять кабан тут, да? Просто удар и все. Он, наверное, двумя пирсингами уже, да? Нет, ну просто бам, ну тут раз хоть сопротивлялся, сейчас даже он не дал мне ничего, видали, да? И это все в прямом эфире. Серега, я думал, на 3D можно надеяться. Лопнула как струна, вон. Ёдрина корень, блин. Надо чаще перевязываться. Да при чем тут это, блин? Пипец. Не, ну просто как будто гирю 32 килограмма туда отпустили, один удар и все. Это уже не весело. Вот так вот и портится обычное настроение, блин. Ну вчера был обрыв, но не так обидно было. Я знал, что леска 0,14, она тоненькая, она худенькая. Я поборолся, но не вытянул лунку. А сегодня же просто... Или может щука здесь? Щука запросто. Щука оборвала и все, да. Я же ловил на расчет 2 щуки. Нет, тут просто удар так... И все. Но щука бы все равно поборолась. Да, а это просто дыщ. Санек поймал. Пошло дело. Ладно, что, меняем удочку. Второй обрыв за второй день уже. Блин, обидно немножко. Никак этого кабана не вытащишь, да? Там, мне кажется, это уже не тот, блин, кабан. Вчерашний был полегче. Этот просто как гирю отпустили, блин. Не дал шанса даже. Тынчик и все. Я леска-то думал, она крепкая. Ладно, что, меняем удочку. Так, друзья, короткое включение. Это как сводки с фронта получается, потому что времени на морозе нет. В общем, вон, друзья, была поклевка. Вот он, красавец колюзок. Выдернул. И Санька двоих, да? Санька двоих. Серега тоже, да? А, у тебя один, который был. Ну, потихоньку, потихоньку. Третий день улов тоже дает. Я все еще не могу в себя прийти после такого жесткого обрыва. Вчера хоть понятно. Вчера он хоть ударил, поборолся, ушел. Сегодня он просто не дал никаких шансов. Просто удар. И до сих пор вот это осталось у меня. Нехорошее такое, сказать, чувство. Ну вот, радует то, что нет-нет, да поклевочки есть. Пробурили все старые лунки вчерашние, потому что новые лунки бурить очень тяжелый сырой лед. А как бы старые лунки нормально пробурились. Так что проверим сейчас старые луночки. И, наверное, не будем долго задерживаться, поедем дальше. Санек все-таки опять отличился. Вон, смотрите, какого красавца он выдернул опять. Вот он. Наш красивый европейский хариус. Это не сибирский. Вот у него плавник нормальный. Он короткую стрижку носит. 3. У Сереги 4. Оборванная удочка. Вот видишь, рядом тоже, да? Где-то, считай, мормышки не было, да? Нет, это морозки. Значит, 2 кабана или 1 кабан с 2 мормышками здесь еще ползает. Так что все-таки не зря мы сегодня выехали. Не зря. Не знаю, сколько нас хватит. Ну как хватит? Теперь-то уже точно хватит до вечера. Сейчас часа 2-3 и не успеешь глазом моргнуть, уже солнце сядет, и долго здесь такой мороз точно сидеть не сможешь. Ну, что бы то ни было, поклевки есть, несмотря ни на какие погодные условия. Когда тепло, когда солнышко, когда снег тает, конечно, рыбачить комфортнее. Сейчас даже вон дыхание перехватывает. Но если есть поклевки, и это хорошо. Так что продолжаем.
О, Санек опять тащит. Опять тащит. Вот он. Еще одного. Янцикадан. Сошел? Ну, на льду, на берегу, да, Да, сошел? на льду сажал, но. Настоящее дело. Рукавицы хотел одеть. И тут же клюнул. О, уже пятый. И вчера эта лунка тоже, да, работала хорошо? Да, вот ты вчера здесь и ловил, да? Ну, такое ощущение. Настоячку, да, сейчас? Да, я просто поставил, хотел рукавицы одеть, и он тут же. Ну-ка, давай еще повторение. Ты даже, наверное, не поправил, да? Парша? Да. Поправил как-нибудь. Не, на камеру они стесняются. Ладно, уходим. Уходим. Пойдем гулять по своим лункам. 15-20 минут молчания. Обошел все лунки. Вернулся опять к этой лунке. И вот ударчик. Харюзишка хапнул. И у Саньки сколько там? На той лунке одного и здесь одного, да? И Санька еще два. У тебя, Серега, сколько? Он говорит, не клюет. Он сказал, что вообще не клюет. Санек, тут пяток, я парочку вытащили уже. Осталось-то всего Здесь, да. около 40 где-то, наверное, выдернуть. Здесь по лункам походит. И норму сегодняшнюю выполним. Пару штук выдернет. Главное, стоишь, да, обойдешь опять, он или подходит, или что, не поймешь. Не знаю, да. Походишь, раз. Опять клюнет. Вот это у меня даже не клюнул, он просто повесился на нижнюю мормышку. Так что будем ходить и дальше так по лункам. Ну, недолго сейчас, буквально еще минут 10. Обловим эти луночки. Я приехал сюда в надежде, что выловлю того хариуса, который оборвал у меня вчера мормышку. В итоге потерял еще мормышку с нимфой. Еще покрупнее походу. Или тот же еще крупнее, я не знаю. Но до сих пор еще осадок у меня остался. Такой неприятный, можно так сказать. Если вчера я еще ровно отнесся, но сегодня он просто не дал никаких шансов. Бам, и все. Вон. Так. Пойдем. Попробуем здесь. Саньки. Такой же. Ну тут-то да, покрупнее. Сегодня и руки мерзнут, и ноги мерзнут. Сегодня? Да. Так сегодня толком даже не отпустила, считай. Вот 12 часам только отпустила до 30. 42 было ночью. В такую погоду обычно никто не рыбачит. Только отчаянные рыбаки. Недолго. Пару часов порыбачим и в избу отогреваться. Сегодня вообще были такие мысли, что вообще никуда не пойдем. Ну, Серега сказал, надо отметиться, надо побыть на реке. Ты, говорит, что, неужели не поймаешь того хариуса, который тебе мормышку обрывал? Дай бог, дай бог. Я буду только рад. Пока тишина. Ну, наконец-то, вот он. Еще один долгожданный харюзишка. Два пробуренных места. Где-то лунок по 10-15 уловистых. В принципе, места не обловленных, но поклевок ни одной не увидели. Вот, приехали на очередное место. И здесь вот сначала постоял здесь минуты две, пошел бурить ту лунку. Хоп, смотрю, поклевка. Проморгал. То ли сход был, то ли укололся, не знаю, то ли этот, но, по крайней мере, первый же заброс, сразу удар. И пока тишина. Вон, Серега тоже приехал. Говорю, пришел. Там не было, да, ничего? Там мелко. Да, уже мелко становится, да? Тут вот такой перекатик идет, весной здесь все открыто.
А тут типа ямки. В принципе, тоже вполне вот уловистое место. Лет 10 назад я здесь неплохо вытаскивал. Бывало партийками по 10-15 штук с одной лунки. Сейчас что-то пока один и тишина. Камеру забыли, так бы хоть посмотрели. Рыба не клюет или рыбы нет. Одно из двух. Третьего не дано. Ну как бы то ни было, рыбу мы сегодня поймали. В принципе, почти так же, как и вчера, как и позавчера. Ни много ни мало, потихоньку смотришь и наскребем. Еще не вечер, солнышко только-только вот скрывается за горизонтом. Часик у нас рыбалки еще есть, не больше. Час рыбалки, это если клюет, это очень даже хорошо. В принципе, вчера, позавчера в это время поклевки были. Если попасть на рыбу и будет клевать, десяток бы выдернуть, было бы неплохо. Но. Пока есть только то, что есть. И ничего лишнего. Так что бурим, ищем, пробуем. Если что-то будет, обязательно вам покажем. Пока тишина. Как настроение, Сергеевич? Отлично. Я того же мнения. Ничего не клюет, но настроение отличное. Настроение класс. Обуриваем уже раз, два, третий участок после последнего хариуса, которого там на ямке поймали. И тишина, ни одной поклевки. Ура, ура, ура. Тем временем солнце уже скрылось за горизонтом. И осталось нам рыбачить где-то, полчасика максимум. Бурим, пробуем. Или рыбы нет, или она забила болт большой и ржавый на нашу рыбалку сегодняшнюю. Ну, что бы то ни было, мы не пустые. Свою норму в 10 штук мы выполнили. Не в 50, как мы планировали, как мы хотели бы. Ну, 10 штук тоже неплохо. Я надеюсь, десяток-то есть, наверное, Саш? Наверное, я не знаю, я не считал. Ну, около того. Так что... О, экономил заряд камеры. Думал, пока бурил лунку, все, она уже примерзла полностью. Вот так вот делаю одну лунку, вторую намечаю. Порыбачил здесь, иду туда. И так вот обуриваю. На каждом месте лунок 10-15 только я пробуриваю. Ну и столько же Серега с Сашкой. Тишина. Ну ничего страшного. У нас еще есть время. Мы еще порыбачим. Что, песок забурил? Чуть-чуть. Шуга, да? Вот мы еще на одном месте. Здесь 2 года назад на этом месте лежал лось. Волки задрали лося, и на льду он здесь лежал. Тут куча следов было волчьих, и они потихоньку грызли. Если хотите посмотреть, здесь оставлю вот ссылочку сверху. Гляньте потом, как это было. Ну, поклевки на этом месте были. Не сказать бы, что много, но было. Но пока вот мы сколько обурили? 3, 4, 5 лунок первых. Там мелко, Сань, далеко. Пока ни одной. Да, там убьешь, Вот, там уже. Стой, вот так. И ближе к этому берегу, наверное, даже, да? Тишина. Мороз крепчает. Ощущается градусов 35, да, где-то уже как? Около этого, наверное. Да. Все уже. Как солнце садится, все. Чем мы с утра-то не идем, получается? С утра под 40 было. Как бы, если
с раннего утра выйти на такой мороз, то надолго точно не хватит. Потому что потихоньку вроде, пока двигаешься нормально, чуть остановился, и ноги коченеют, и руки, и полностью, начинаешь замерзать. Вот пока двигаешься, буришься, то нормально. Тишина. Все, наверное, этот плюс обурим и валим. Потому что отъехали мы порядком от избы. Надо в избушечку. Рыбалка рыбалкой. Ну, просто так сопли морозить. Тем более не клюет, тоже нечего. Ох, я бы сказал, до первых поклевок, но не знаю, будут ли они. В общем, если не будут, встречаемся на подведение итогов. Так, а у меня тем временем вроде бы или что это, или облет. Да ладно. Поклевка была, да? Да я что-то не понял. Нет, скорее всего облет, наверное. Леска примерзла, уже лед моментально замерзает. Показалось, что остановила. Но это только показалось. Жалька. Вода теплая. А, это газулька-то, бля. Замерзаем, замерзаем. Все. Последний рывок. Решили выехать и тормознуться на том месте, где были поклевки. Может быть, там что-то осталось. Пройдемся по старым лункам буквально минут 5-10. И видите, что-то начинает уже надоедать. Такая рыбалка. Ой. О, луна, скоро полнолуние будет. О, как он дымит. Солнышко садится, вообще труба, холодно, пипец. Ну вот и все на сегодня. Вернулись на место, где у нас были поклевки. Обурили старые лунки, попробовали. Опять полный ноль. В общем, подводим итоги. Итого за сегодняшний короткий морозный день, более-менее теплый, вот такой вот улов. 12 штук. Вчера был, вот порадовал опять Санькин здоровячок. И остальные такие средненькие хорюза. Сегодня 12. Вчера было 13 и позавчера 10, да? Наверное. Это получается 25, 35 штук у нас уже. Хо-хо-хо! Вот так, по капельке наскребем. У нас завтра еще целый день. Так что пустые мы домой уже не приедем. Сматывай, Серега, удочки и поехали в избушку. Там теплее, там лучше, там комфортнее. Что-то я начал уже подмерзать. Я уже вообще замерз. Все, а еще ехать и ехать. Мороз пронизывает. Здесь-то тепло все. Ну, я говорю, еще здесь-то, блин, ехать. сковывает. Ты давай пешком, может, пройдемся, Серега догонит. Так и сделаем, наверное. Догонишь, да? Так он уже сворачивает, что догонять надо было. Ну, я хоть немного согреюсь, пешком Давай, пройду. иди. Все, друзья, встречаемся в избе. Поехали. Хватит на сегодня. И это считая то, что мы сегодня во сколько? 12, да, выехали на речку. Самый теплый. Потому что невозможно. В такой мороз невозможно. При всем желании, при всем клеве невозможно рыбачить в такой мороз. Потому что вот только село солнце и все. Труба. Сейчас уже опять, наверное, 35, не меньше. Сейчас я немного пробегусь. Серега догонит, потом. А то ехать еще. Надо немножко хотя бы согреться. Все, увидимся везде. Пока Саня у нас готовил завтрак говорю, ужин, у нас дело не стояло, вон напилили
сырую березу. Тут лежала она. Валежный. И сушнячок. Так что запас дров и на сегодня, и на завтра, и еще и останется. Сейчас это еще поколем. И будет шикарно. Береза мерзла, аж это, искры летели, сейчас пилил. И цепь растянулась сейчас даже. Он как металл получается. Но горит хорошо, несмотря на то, что она сырая. А мерзла наоборот лучше горит. Мерзла, ну. Ну-ка, а теперь посмотрим, что у нас там Санька приготовил. А Санек у нас приготовил. Ну-ка, посвети. Вот такие макароны по-флотски с медвежьей тушенкой. Так что сейчас мы будем кушать. Готовил на этой фирменной плите. Готовил на этой фирменной плите, которая уже лет 8. Плиточки этой. Она уже все бедненькая. Понятно. Уже еле-еле душа в теле. Ну все, давай накрывай на стол. Начальник столовой. У нас тот Саша был начальник столовой. А, да, ты заведующий, все понятно. Ты не начальник, ты заведующий. ИО. Исполняющий обязанности. Фу, так, а что у нас по температуре? 33. 33,7. Нормально. Пока живем. Так. Приятного аппетита. День прошел. Как он прошел? Удачно. Ну, как можно сказать, день. Не день это, ну, часть дня, можно так сказать, провели. Ты что, сюда кушать пришел? Сань, будешь, нет? Да. Будешь, да? Лучок берите. Севок. Севок. Со своей грядки? Как естественно. Красный еще, что ли? Один, наверное, такой, а другой более-менее. Один красный, другой зеленый. Так, что, и по чарочке, да? Или как? На сон грядущий. Хуже не будет, да? Вчера, видишь, по чарочке выпили. Минус 43-то прозевали, проспали. Минус 42 было, да? 42,8. Нормально же. Сегодня не меньше будет, вон уже 34 градуса. Избушка только прогрелась, вот сейчас босиком сижу. Тепло. Земля, наверное, отошла хоть. А нам уже надо уезжать. Только согрелось, только все, дрова приготовили, избушка прогрелась. Живи да живи, а нам завтра уже все, чимба. Нужна смена. На долгожданную работу пойдет. Соскучился, наверное, уже по работе, да? Ни капельки. Ну, давайте, приятного аппетита. По рыбалке скучаю, да. Ну, что, порыбачили сегодня он. Александр у нас отличился в передовиках. Наш всех сделал. Просто тюк-тюк-тюк-тюк. Сказал, учитесь. Да. А, у меня же сегодня обрыв был, у меня точно же. Ёшкин кот. А у меня мarbышка сломалась. Вчера обрыв, сегодня обрыв. Ну, вчера хоть я поборолся, ну, кайф получил. А сегодня уже как плевок получается в морду, блин. Бац, и все, блин, как будто гирю туда повесили, блин. Ну, не судьба, значит, не мой был. Маточник. Да. Пущай плодится. Мясо. Как медведь. Как медведь. Остыли, да, уже? Знаешь, почему к нам волки близко к избе не подходят? Они думают просто. Они думают, блин, если они медведя едят, то у нас подавно съедят. Они же чувствуют, что мы едим. Между прочим, я не знаю, рассказывал тебе или нет. Ездил с семьей на лосеферму. Я что? Да. И это самое. Все лосей гладят, там туда-сюда. Дети у меня, супруга. Я хотел погладить, он такой. Не понял, ты чего это?
а кто там женщина, которая ты, говорит, наверное, охотник. Я говорю, ну, охочусь, да, говорю, по лицензии. И лицензия, когда выпадает, охочусь. Он говорит, они, говорит, знают это дело. Представляешь? И ни один меня не дал погладить, да? Вот ты говоришь про чувство волки-то. Я думал, все хихи-ха-ха, шутки, а на самом деле не дали мне это самое погладить, нифига. Так в Русанове мужик был, ел собак. Отлавливал бродячих таких и чикербашка и Ну понятно, от туберкулеза. ел, да. Так, знаешь, то ли от него пахло как-то по-особому или что. Ну знаешь, вот идет он по поселку, и где собака на цепи, не на цепи, просто увидят его и просто ау-ау-ау-ау-ау. Их не Просто брак. разрываются, блин, аж это злости вот. А не дай бог, он идет и собака вот так бегает. Все это или покусает, или облает вот до упора. Тоже получается, человек может пропитывается этим запахом, я не знаю. А что пропитывать? А у меня же семья тоже питается дурьем-то. Почему-то это самое. Им дали погладить, а меня не дала. Как в глазах прочитали. Как я на них смотрю, да? Не как на зверя, а Они в мгновение ока прочитали всех своих погибших собратьев. Не, они прочитают. Ага. В твоих глазах это было мясо просто. ну, я не такой человек. Это то, что они там, это не охота. Пусть они живут, это домашние животные. То же самое, что кошка и собака там в вольере живут. Что, вода-то замерзла, обратно ехал, не обратил внимания, полнята. Вот удивительно, такой мороз, да, и вода открытая, блин. Как нет, ну сейчас, то, что мы утоптали, буранка должна промерзнуть все равно, Она сейчас до весны будет держать. если не переметет. Я все понимаю. 3-4-1. Рыбалка, мороз там, ну, что-то 30 градусов не айс, это такая рыбалка, блин. Замерзаешь. А вот я что сегодня и пешком-то побежал-то, блин, я потому что чувствую уже все. Руки начали вот здесь, ну, внутри тела. А пробежался, считай, вот немного. Сел корыто и уже здесь. А, корыто не. Жалко, камера была не включенная сегодня. Серега нам учудил. Ну что Серега, это не Серега, но так получилось. Едем, вроде бы никаких коряг, ничего нет. У меня просто смотрю, Серега дальше поехал, а я просто ба-ба-бам! Подпрыгиваю на месте. Корыто дыбом стало. Дышло, открутился болт, воткнулось в землю, и у меня корыто вот так вот. Могли его вернуть, полностью корыто переломать. Все. Нормально. Потому что, видишь, мягкий снег был бы, оно просто вошло бы, да и все. А тут оно, получается, утрамбовано уже и на дыбы встало. Это повезло еще, что нашли в снегу болт, шайбы, пружинки, все нашли. Ну, так бы старым дедовским способом. На веревочку. На веревочку. Как обычно. Ну что, давай еще по маленькой, да. Прочту сегодня тоже. Ты вчера какую-то хотел напомнить тебе этот. А я приготовил. Остановился-то на... Да, я приготовил уже. Мороженое, да? Ты ж, ну, как это масло было вон. Да. Ну не совсем такое. Смотри его. Это на полу в избе было, да, масло? Ну, он стоит здесь, он, да. Вот такие вот условия у нас. Не, сейчас все равно уже тепло, я без носков. А вкидали еще так. Горячие коми, парни. Теплее стало. Рыбацкий напиток кушали ложками. На что, как мороженое, да? Ням-ням. Я лучше из уши. Будем ждать конец марта. Скоро уже весна. Зажурчат ручьи. Да. Кариус активизируется. Не для тебя придет весна. Для меня. Не для меня Дона разольется. И сердце Но весной свои нюансы тоже есть. Да? восторгом чувств не для меня. Можно в одну сторону проехать, а назад можно не проехать весной. Когда-то такое было, вот это там, где острова-то там есть. Ну, а промыло? В эту сторону проехали,
Назад ехать, бах, нету. Открыто, да? По лесу-то протоптали, благо нас был. Проехали по Насту. Нас-то бы не было, там ошалели бы, конечно, это все дело. Помнишь, как выезжали, да? Когда на моем буксировщике-то еще на маленьком. Ну, а как, когда вот это ночью... Серега на лыжах его вперед тащит, а я сзади корыта. Ну, веревку привязали к корыту. Я его раз, я проползу, валюсь до земли. Мужики корыто тащили полностью. Мы с Саней раствором проползем, короче. Ну, веревка длинная, он там, а я тут. Проползем. Метров 10 покурим, корыто к себе подтащим. Опять проползем. Кошмар опять тогда подтащим. был, Ну, мы выходили там А очень помнишь, долго. вот тот раз-то, когда вы уехали, дождь-то шел, тепло было. Ночью пришлось Ночью, да. выезжать, да. Так я же тоже, я хотел порыбачить, остался, а на ежике как раз был. Ночью просыпаюсь от того, что дождь идет. Выхожу, теплынь. Я вспоминаю, какая дорога была. Перекаты открыты были туда-сюда. Думаю, если до утра подожду. Я хотел порыбачить и потом выехать. Ой, была, не была. И ночью, у меня же фары там нету, блин. С тусклым фонариком проезжаю. Тут открыто, справа открыто, слева открыто. Вода течет. Остался вот этот перешеек. Я думаю, до утра бы точно это все растаяло. Я на этом ёршике, это все дрожит вот так вот вода. Буранка самая последняя. Доехал вот до землянки, где вот выезд землянки. Дальше посмотрел, а уже все. Льда нету, открыто. Как прошлый год, ты помнишь, я выехал на рыбалку. Хорошо, что не спустился туда. Все открыто было, и так же и сейчас на этот раз. То есть буквально полчаса бы лишних я еще поспал в избушке до утра, если как хотел. Все, я бы бульку утопил бы 100%. Не знаю, сам бы вышел, не вышел, но буксирую, это ёршика бы точно утопил. Да и не поехал бы ты уже сам. Оставил А бы. как, куда? Он по целяку не едет. Так оставил бы его, пешком пошел бы. Куда, в избушку поставил? Так, а что делать-то? Что делать? До следующего сезона А пришло. пешком бы я тоже не пошел. Летом. Как ты пешком? А, через На газопровод. лыжах. Через газопровод, газопровод. На лыжах, конечно. Выход есть всегда. Не надо расслабляться. Лучше, да. Вручную. Так, ну что? 3 минутки комментариев Холодно стало, да? и будем закругляться. Поехали! Здравствуйте, Геннадий Геннадьевич. Ну раз так повелось на канале у вас, что приветы можно передавать, скобочки, так можно и моим родным и любимым Елизавете Анатольевне, Машеньке, Анатолию Васильевичу. Они вас смотрят. Это сообщение нам написала Наташа. Наташа моя землячка. Проживает в городе Сыктывкар, столице нашей республики. Огромный тебе привет с лесной избы. Привет от всех нас. Ну и, конечно же, Елизавете Анатольевне, Машеньке и Анатолию Васильевичу. Всем вам огромный привет. Хочу, не хочу. Ремесла и промысел с Сергеем Башко. Да, денек так денек. Весь позитив и настроение на смарку. Вроде и виду не подаете, а мысли-то в головах не вертите о завтрашней рыбалке и дороге домой и все такое. Все будет гоже, это все называется рыбалка. И без этих приключений жизнь была бы скучна. Лайкос, поддержку. Вот так вот. Серега, привет тебе. Серега у нас с Донбасса. Так, Тимур Ертлеуович. Опа. В Казахстане столица Нур-Султан. Да, правильно. Нур-Султан с Казахстана. Привет с города Актау. Пожалуйста, передайте всем казахстанцам. Всем привет. Огромное спасибо. Лайк. Это помнишь, когда мы с Сашей... Спор. И правильно, Саша, был действительно, да, что Нур-Султан. Так что у нас начитанный Саня грамотный парень. Да. Я помню ваш спор. Так что, Тимур, привет. Александр Майер. Гена, будешь с Иваном Григорьевичем в рыбалке в избе? Передай мне привет и моим друзьям. Лене и Александру привет. Заранее благодарен. Ну, не с Иваном Григорьевичем, зато вот Саня, Серега. На сегодня немножко другая компания. Иван Григорьевич, я так думаю, как потеплее, тоже появится в кадре. Обязательно. Серега Балакова. Когда в избе, это класс. Кто бы... Согласен. Абсолютно. Так. И что у нас еще? Андрей Киселев. Опа. Геннадий, привет. Тебя смотреть одно удовольствие. Я многим у тебя учусь и познаю таежный быт. Класс. Дай Бог тебе здоровья и процветания твоему каналу.
Так. Ну что, Андрей Киселев, дай Бог и тебе здоровья, твоим близким и родным. Благодарю за добрые пожелания. Дай Бог, чтобы канал развивался, чтобы рыбалка была удачливая, как сегодня. Не, ну что, от нуля ушли, поклевки видели. Я, в принципе, доволен. Было бы немножко потеплее, вообще шикарно было. Сергей Томилов. Доброго времени тебе, Геннадий. С удовольствием смотрю твои видосы, жду продолжения. Вот решил оставить свой коммент. По возможности махни рукой. Нам, рыбакам из Бурятии. Много знакомых, кто подписан и смотрит тебя. Рыбакам Бурятии огромный пламенный привет. Сергей Томилов. Андрей Бескровный. Здравия желаю, Геннадий. Все просто и с душой. Спасибо. Смотрю и участвую в настроении и азарт, что там в лунке. Удачи, новых трофеев, успеха каналу. Андрюха, спасибо. Тебе тоже привет от нас. Ну, давайте еще одну страничку и все на сегодня. Евгений Кутняк. Привет, Геннадий. Дай Бог крепкого здоровья. А я 16 января приехал с ночной смены. Засолил пойманную рыбку, хряпнул коньяку за мой день рождения и завалился спать до следующего утра. Так что, Евгений, с прошедшим тебя днем рождения. 16-го вот у Игоря день рождения. Я поздравлял тоже. У меня было 15 января. 15-го. Мы как-то отмечали твой день рождения тоже на реке. В избушке, Помнишь? да. И, кстати, клевало тогда хорошо, да. Это было 2 года назад, да? 18-й год. Здесь, скорее всего, я ссылочку скину. на Да, этот да, ролик. да, покажи. Да. Там, кстати, мы вот так вот отловились тогда. И тепло было ведь, да? Ну, как было тепло, нормально было, но не было такого мороза, как сейчас. Сейчас это вообще мороз давит, Терпимо. да. Мы даже костерок жили, и с утра, Костер до, жгли, с да. утра до вечера рыбачили. И Приветы передавали там. вроде бы не клевало, так себе. Там поймаем, Да, по чуть-чуть. А корыто в итоге полные. Каждый раз почти полные корыто. Ну, мерзла рыба, естественно, не сырой, а мерзла. Ну, привезли нормально тогда, шикарно, да. Сергей Какаулин. Даешь хариуса? Ну, вот даем как можем. Это когда я на Лима ловил, все говорит, когда за хариусом, когда за хариусом. Ну, хариус, он не привязан, понимаете. Если даже мы на лесной речке и ловим его, несмотря на мороз, это не значит, что вот он сегодня будет клевать, и мы будем вот так вот таскать его и все такое. Чтобы на этой реке поймать хариуса, это надо, во-первых, чтобы все звезды совпали так, чтобы он клевал, найти клевое место, найти хариуса, и чтобы он ловился, чтобы он кушал. Помимо этого еще и потрудиться надо неплохо. Да, даже если он и клюет, все равно надо Да, все равно трудиться. искать, буриться, да. Так что это, вот она, рыбалка на хариуса, какая она есть, даже в такой мороз. Мне она тоже очень нравится. Но я вам говорил, в конце декабря и в начале января это просто очень короткий день. Ну, типа как сейчас вот у нас. Короткий день получился тоже. Ну, из-за того, что Самое тяжелое это бурить налить. сырой лед, да, тяжело. Говорят, эти сферические ножи хорошо А что-то да, я что-то слыхал про них, там, что-то про ножи эти. Но их потом точить как? точить. Как, А да. разовые что ли? Ну нет, просто тут ты можешь еще Да, вытащить. ну скажем, эти-то да. А те как я не знаю. Те имеешь в виду, которые вот, ну, так, ну, как бы, вот, длинная, да, лезвие идет, и коротыш сбоку, да? Нет, Нет? она полукруглая вот такой. Полукруглые, которые, вот, треугольником, да. как бы, да? Идут. Нет, они вот так даже как бы идет. Сфера, сферический. Ну, все, понял, все. Попробуем сейчас точилка. Не, Вот а у меня. эти такие же ножи, это где-то специализированных этих же точно? Почему продаются? А, точить. Нет, точить. Не знаю. Так, У что нас у нас? здесь никто не точит. Владимир Заводнов. Привет, Гена. Здоровья, счастья, благополучия. Ну, раз перечислю, еще один. Сергей Онищук. Гена, привет. Одесса смотрит тебя с удовольствием. Передай, пожалуйста, привет дочери Софии. Она твой ярый поклонник. Спасибо за интересные видосы. София, привет. Огромный привет с лесной речки, с лесной избы, с республики Коми. Привет всей Одессе. Спасибо, что смотрим. Спасибо, что поддерживаем. Дима Тарасенко. Гена, смотрю и балдею. Класс. Кстати, я тоже смотрю иногда свои ролики. Тоже балдею. Сам балдею, да. Когда клюет еще. Это как песенка есть. Я так счастлив, что я сам себе завидую. Я как уехал, да, вот как уехал. Я эти видео ждал, знаешь как? Блин, да что он видео-то не выкидывает уже, блин, неделя прошла. Не понял. Просто смотри, оп, ролик. Только подумал как бы об этом. Раз ролик пришел. Один, второй, третий, пумс, опять неделя. Опять в лес ушел. Опять в лесу ушел. Я говорю, если не выходит, значит все в лесу, блин. Понятно. Вам Я говорю, надо жену, Да-да-да. надо, говорю, жену научить, чтобы она, блин, видюхи скидывала его, на. А, если бы еще она и монтировать могла. Ну и Валентина Пал.
Геннадий, доброе времени суток. Да, день прошел плохо, что без улова, но с рыбкой не поспоришь и не уговоришь. Все верно. Так, ну и все. Остальное, да. Остальное как-нибудь в следующий раз. Завтра, не знаю, будет, не будет у нас время включения. Вечером-то уже, мне кажется, точно мы домой Вечером, будем да, собираться. мы устанем, надо будет собираться. Самые тяжелые. Самый это- беспонтовый день. Да, день отъезда, это приезжаешь, это надо все собираться. Если мы приехали ночью, это считай, с каким вдохновением, с надеждой. Пусть это ночь, пусть это холодно, но ждали следующий день, немного поспали, пошли. А когда вот так уже все закончилось, праздник, как говорится, закончился, и надо ехать домой, это, конечно... Как жена мне сказала, чтобы 12 часов у меня был дома. Я говорю, сейчас. А, 23-го-то? Да, чтобы, ну, вот, А, поздравить, посидеть. завтра будет 23 февраля. Это поздравляю всех мужиков с нашим праздником, с днем, раньше как было, Советской армии и военно-морского флота. Я до сих пор поддерживаюсь, чтобы праздник носил это имя. Красиво же сделано. День Советской армии и военно-морского флота. Правильно? Ну давай. Поздравляем! Ура! Ура! Давайте с мужиками со всеми выпьем за 23 февраля. Всем желаем здоровья. С 23 февраля. Главное, чтобы здоровье было. Сейчас наше время, в наше время, это главное здоровье, правильно? Да. Так что всем здоровья, Остальное будет. не болейте. Да. Этот ковид, как говорится, он уже все от него устали и устали говорить о нем. Уже, Но- уже не модно, да? Уже не модно, да. Ну, как говорится, не падайте духом, Короче, да. коалиция. справляйте этот праздник мужской. Потом мы будем справлять потом еще и женский. Так что это. И, скорее всего, постараемся отметить, если я на севера не поеду, отметить на рыбалочке. На Если рыбалочке. я не уеду туда, со мной тоже встретим. Надеюсь, ураган уже будет. А мне там когда-то ехать надо уже будет, я не знаю точно какого числа. Вот и запланировали. Ладно, с праздником всех. Поживем, Праздником. увидим. Да, поживем, увидим еще до праздников, как до 8 Как до она 8 числа. крутанется. Как оно все Эта поездка тоже могла не состояться вообще. И, ну да, По сути. из-за мороза. То, что могли жёлтый Мороз день. это один момент. С буксировщиком вот это все Ну, дело да. возились, там туда-сюда. Второй момент. Да. Тоже могло не состояться, но Ну, начальник Соловой-то, Санек-то не поехал же никуда, он возле теплой лунки остался. Потерял. Его же с работы не отпустили. А, ну, У них же там двигателя погорели. все, отмазал. надо было предложить 30 колюзов и отпустили бы. Да. Кому? Откуда их взять? Слышь, мне бы предложили, я бы отпустил. Смотри. Если свежих бы предложили. Твои подчиненные смотрят Легко. ролики. Легко. Так что придосите. 30 колюзов, 2-3 дня. Гуляй хочешь. Я сам себе начальник. А, макарошки-то остыли. Как может вот такой горячий напиток, да, и замерзнуть? Так что Якутия, говорят, а морозы 50-60. Но в этом году Республика Коми 35 уже. У нас тоже 35. Так что в этом году наша зима не подвела. А, кстати, я даже рад. То, что вот эти морозы раньше же так и было. Всегда морозы были. Всегда морозы были. И зима была как зима, и лето как лето. Я не знаю, что случилось с природой. Минус 30 актированный день. Раньше минус 40 было, в порядке вещей актируют. 42, там 45 актируют. Мы рано и гулять пошли. А теперь все, 30 актированный день. Как-то вот так. Тем более инжектором. День прошел. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите. Кому-то, может быть, это неинтересно. Как Серега сказал, да, по дороге-то встретили. Серега, можешь перематывать. Говорит, меньше болтай. Перематывай, а то смотреть нечего. Там снимать тоже нечего, тем более в такой мороз. Если бы я снимал все подряд, 10-15 минут, и... Вот это еще снимает, вот Silver, GoPro Silver 7, мороза, да, держит она. А GoPro 4, я не знаю, или из аккумулятора, или что, хватает буквально на 5 минут и все. Садится и все. Много не поснимаешь в такой мороз. Да и крякает все равно, а сама аппаратура, наверное, и емкость аккумулятора и все такое.
Вот, кстати, надо занести, согреть и только потом ставить на зарядку. Потому что если ты заряжаешь холодную батарейку на морозе, и потом заряженную заносишь домой, скажем, она у тебя зарядилась, и потом она расширяется, и все, и выходит из строя. Вот. Как-то вот так. Это я знал, да. Ладно, все, заболтались. Всем привет, всем до свидания. Всем пока. До завтра.